Доброе утро, церковь! Рады приветствовать вас. Как ваши дела, как ваше настроение? Ты готов славить Его? Ты готов превозносить Его святое имя? Давайте будем славить. Аллилуйя! Ночью придет вдруг печаль, повалится утром рано.
Давайте еще будем прославлять нашего Господа. Споем Ему песню, которую мы, в принципе, пели сегодняшний раз. Чуть-чуть больше. Аллилуйя. Будем славить Тебя, Господь. От всего сердца, от всего, что есть в нас, Иисус. Аллилуйя. Стены я обойду. Знаю, они падут. Ты никогда не подводил. Пусть битвы еще. Битвы еще идут. Жду перемен вокруг. Ты никогда не подводил. Этот путь я пройду. Новый сезон войду. Сердцем отдам Тебе хвалу. Вовеки Ты верен, вовеки Ты держишь своей любви. Вот Ты достоин всей хвалы.
дороги. И верю я, увижу снова прорыв. Я видел, ты двигаешь горы. И верю я, увижу снова прорыв. Проложишь путь, где нет дороги. И верю я, увижу снова прорыв. Я видел, ты двигаешь горы. И верю я, увижу снова прорыв. Проложишь путь, где нет дороги. И верю я, увижу снова прорыв. Увижу снова прорыв. Что обещал, знаю, исполнишь ты. Верности в твоих руках я. Не поведешь меня, уверен в этом я. Что обещал, знаю, исполнишь ты. Верности в твоих руках я. Не подведешь меня, уверен в этом я. Дорогая церковь, давайте будем поклоняться нашему Господу. Возьмем эту новую песнь хвалы, новую песнь поклонения нашему Господу. Аллилуйя. Будем превозносить Его все больше и больше, все глубже и глубже. Аллилуйя, ведь Он достоин всей хвалы. Он достоин. Солнце свет.
Бесподобен камень дрожь, ведь не преодолеть твою любовь. Что может сделать смерть, ведь царь царей воскрес, и смерть побеждена. Навеки ты прославлен царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, ты живой, ты живой, навеки ты прославлен царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, о, ты живой, ты живой, ты живой, ты прославлен Бог, ты живой Господь. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя, Иисус, Иисус, Иисус. О, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, Агнец победил. Навеки ты прославлен царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, о, ты живой, ты живой, навеки ты прославлен царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, ты живой, 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 навеки ты живой. Господь мой, святый, святый Бог, святый, святый Бог, воскресший Бог, поклоняюсь Тебе, Иисус, поклоняюсь Тебе, Господь. Мы поем Тебе, мой Бог, мы поем Тебе, мой Царь, Иисус,
сейчас в Его присутствие. Мы поклоняемся Тебе, мой Бог. Аллилуйя, по-моему, аллилуйя. Скажи, Ты живой. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Мы стоим, Господь, здесь сейчас перед Тобой, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить Тебя, Иисус, от всего сердца. Аллилуйя. Стоял Ты пред всем творением, вечно сдержал рукав, всю землю принес Ты движение, стою я склонен. Стоял пред моим падением, и крест Ты пронес за меня. На плечи свои взял весь грех мой. Стою я склонясь. Я буду хранить спасение, и Дух Святой меня. Ты жизнь мою дал обещание. Стою я склонясь. Что мне сказать? Сердце свое пути. Могу я мне все знаю, Тебе, Бог, склоняю сердце все во мне мое. Знаю, поднятся Ты руки к небу, тому Один отдал мне все. Знаю, Тебе, Бог, склоняю сердце все во мне мое. Знаю, поднялся Ты руки к небу, тому Один отдал мне все. Знаю, Тебе, Бог, склоняю сердце все во мне мое. Стою еще раз, стою, поднялся Ты руки к небу, тому, кто один отдал мне все. Стою Тебе, Бог, склоняю сердце все во мне мое. Все во мне мое, все во мне мое, все во мне мое. Все во мне мое, все во мне мое. Все во мне мое, мой Бог, все во мне мое. Все во мне мое.
Приветствую всех, кто подключился, кто в Инстаграме, кто в Зуме, кто еще как-то по-другому, может быть, сегодня много всяких технологий. Благодарим прославляющих. Сегодня у нас чудесное прославление было. Очень классно вообще вживую славить, но я верю, что Дух Святой был с вами тоже. И давайте будем оставаться тогда в Божьем присутствии. Все проповедники как-то называют свои послания, и мне тоже пришло на сердце называть свое послание так. Достигайте любви. Можно открыть 1 Коринфянам, 14 главу, 1 стих. Пойдем сразу в слово. И 1 глава, 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих. И мы возьмем первую часть, мы не будем все полностью брать. Там написано так: достигайте любви. Все читают, да, все видят. Хорошо, если вы открываете свой бумажный вариант, либо если вы открываете в телефоне, потому что у человека есть зрительная память, слуховая память тоже есть, тактильная память тоже есть. Поэтому если вы открываете, смотрите, вы запоминаете, и это очень хорошо на самом деле. Вот. И написано так: достигайте любви. Вот, апостол Павел говорит нам вот в этой главе достигать любви. И это звучит на самом деле как повеление, а не как пожелание. И звучит как, не как рекомендация, а как повеление, понимаете, да? И вы знаете, когда вот ставится какая-то цель, Бог ставит нам какую-то цель, нам хорошо знать, куда нам идти и что нам нужно для этого вообще делать. Хорошо? Вот, давайте мы откроем тогда еще главу 13. Это раньше, 1 Коринфянам, глава 13. И с 4 стиха по 8 стих прочитаем, хорошо? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И здесь мы видим очень высокую планку. Но на самом деле нам не нужно от этого огорчаться. Я вот когда, в самом начале хождения с Богом, когда читала вот эти стихи, я все время говорила Богу так, примерно внутри себя размышляла так: Бог, так нечестно, потому что ты же святой, а мы-то люди. Вот, ты же сам по природе сам такой, у тебя характер сам такой, а мы-то люди вообще, грешники, вообще кто из чего вышел, кто из какого болота вылез там и так далее. Все пришли в церковь, и мы, как говорится, вот, где нам, где ты и где я. Лично я так говорила. Да, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. И мы видим такую высоченную планку, что прямо так сильно хочется, чтобы так было, чтобы был такой характер, Божий характер, да? И в то же время руки опускаются. Так я по-честному говорю. Это со мной так было. Может быть, для вас это нормально, я не знаю. Вы знаете, Бог, Он никогда не дает нам какое-то задание, если бы оно было абсолютно, совершенно никак невыполнимо. Понимаете, да? И поэтому Он в главе 14 апостол Павел говорит: достигайте любви. И у меня все время был вопрос: как достигать-то? Как достичь-то? Как долготерпеть, милосердствовать, как там не превознести и так далее. Не искать своего и вообще плохое, не раздражаться. Раздражаюсь я, как достичь-то? И вы знаете, очень-очень какое-то время у меня ответа на этот вопрос не было. Но все-таки Бог никогда не оставляет нас без ответа. И через некоторое время, вы знаете, мне попалась одна книга очень хорошая. Это книга автора Дэйва Робертсона. Она называется «Сила, рожденная духом». «Сила, рожденная духом». Если ты сможешь ее найти в бумажном варианте, или, может быть, в электронном, или где-то она в интернете есть. Автор Дэйв Робертсон, и книга называется «Сила, рожденная духом».
очень классная книга, она исчерпывающая книга именно о силе Духа Святого, именно только о молитве на языках. Поэтому ключ, как мы туда приходим и как мы достигаем любви, давайте мы прочитаем глава 14, 2 стих. Вот видите, в 1 стихе написано так: «Достигайте любви». А во 2 стихе написано: «Потому что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Угу. «Потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». И тут же Бог нам дает инструмент, как нам этого достичь, потому что мы не можем этого достичь сами. Силой воли, самодисциплиной, там какими-то усилиями человеческими невозможно, вот честно невозможно. Невозможно. И поэтому Бог, Он знает, что мы немощны в этом вопросе, и Он сразу же дает инструмент. Во 2 стихе: «Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Угу. 4 стих читаем. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Первую половину возьмем, хорошо? Про пророчество сегодня не будем говорить, возьмем только вот одно, про языки. Еще раз. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Назидает — это означает строит себя. Угу. 5 стих написано так: «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Чтобы вы все говорили языками. Вот апостол Павел сразу же дает нам инструмент, как нам достичь. Потому что, вы знаете, мы не Мюнхгаузены. Это Мюнхгаузен пришел такой, ему говорят: «Ну ты как из болота-то вышел? Вообще, вот ты же, ну как в болоте же ты был». А Мюнхгаузен говорит: «А я взял себя вот так за волосы взял, вот так у него косичка, наверное, была или что, вот так себя взял, и вот так пау, и вытащила я сам себя». Но мы-то не Мюнхгаузены, понимаете, да? И у нас болото покруче может быть, чем у него. У него физическое было болото, а у нас духовное болото может быть. Мы в болоте можем находиться, мои дорогие-то. Понимаете, и Бог вообще не хочет, чтобы мы там в болоте находились. Кто-то раздражается там, кто-то там еще что-то, да, и так далее. И когда мы смотрим на эту планку, вообще становится: ну, Господи, ну как я отсюда выйду? И поэтому давайте мы не будем, как Мюнхгаузен, своими силами сами себя вот так вот за волосы и там силой воли и так далее вытаскивать. Аминь. И вот в 13 главе мы видим чудесный Божий сад. Я у себя тут около с 3 по 8, с 4 по 8 стих нарисовала цветочки. Это то, что хочет, чтобы Бог внутри нас проделал, и у нас расцвело внутри, появилось. И это сверхъестественно на самом деле, да? А в 14 главе Бог дает инструмент, вообще прекрасный. И это очень простой инструмент. С одной стороны, он такой сверхъестественный, с другой стороны, он очень простой. Нет ничего сложного, просто говорить языками. Что-то есть сложное, ничего сложного нету. Понимаете, да? Поэтому это, с одной стороны, очень просто. И с одной стороны, это сверхъестественно и очень сильно вообще. И вы знаете, из-за того, что это так просто, люди пренебрегают. И мне так хочется, чтобы вы не пренебрегали просто этой молитвой на языках. Аминь. Почему вот апостол Павел именно Коринфянам это говорил? Потому что вы сами прочитайте потом Коринфянам. У них чего только не было. Они ссорились, они там друг друга объедали, что-то с друг другом судились и так далее. Да? Вы сами там прочитайте. И именно поэтому они были плотские верующие. Инструмент для них апостол Павел сказал такой: кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, строит себя. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Аминь. Вот. И вы знаете, вот в 13 главе мы видим совершенную природу Божью. И она должна стать нашей основной целью. Целью каждого человека, верующего, христианина, который сам себя называет «я верующий человек», да, и целью церкви в целом. Понимаете, да? Вот. Это достижение Божьей природы. И вы знаете, это достижимо. Но это не означает, что за 3 дня мы вот по 5 минут поговорили, и вот мы сразу стали вот такие вот совершенные. Ну, вряд ли, да, потому что это
Бог работает годами, и вообще Он никуда не торопится. И это слава Богу. У нас целая жизнь впереди, так что у нас есть надежда. Аминь. И мы видим совершенную Божью природу, и она может отобразиться внутри нас посредством того, что мы будем уделять время молитве на иных языках. Не обязательно молиться, прямо обязательно надо уединиться, ото всех закрыться и вот молиться на языках. Это хорошо, если ты так сделаешь. Но если ты куда-то едешь в машине, и никого нету в машине, ну кроме тебя, если нет пассажиров. Что просто так ехать-то? Ну, можно молиться на языках. Моешь посуду, то же самое шепотом, молишься на языках. По дороге идешь, ну не кричи, конечно, чтобы людей не разбили, не это самое, как бы у людей смущение будет, что-то такое, да. Тихонько молишься на языках, полы моешь, в полголоса. И это очень просто, очень просто. Аминь? Вот. Как это происходит? Давайте разберем, как происходит. Вот человек молится на языках, он принял решение, и он начинает молиться на языках. Я буду говорить про себя, хорошо? Когда мне попалась эта книга, я ее прочитала, «Сила, рожденная духом», Дэйв Робертсон, она такая толстенькая. Вот. Вначале я ее прочитала быстро-быстро, ну, как-то так бывает же, да? И кто-то даже иногда с конца начинает читать, ничего, неважно. Ну, в общем, ты ее прочитал. Я ее прочитала, и подумала, вот это да, я буду молиться на языках. Я приняла решение просто, буду молиться на языках и посмотрю, что получится. Вот. А до этого внутри меня, ну, что только не было. Вот если кто меня знает до того, ну и сейчас я тоже не фонтан, но все же лучше, чем что было, да. Вот. Одно, что у меня было, да, вот я терпеть не могла, вот почему пастор так делает, а? Почему он вот так делает? Почему он так не делает? Почему вот это вот так? Почему вот это вот так? И это внутри кипит, понимаете, да? Живет что-то внутри. И слава Богу за библейскую школу. Я ж помню, да, что ну, так делать нельзя, это ропот, это недовольство, все. Но сидит же, понимаете, да? Вот сидит. И я честно говорю Богу, ну ты понимаешь, Господи, я хочу, очень хочу, но не могу. И знаете, что мне Бог сказал? Молись на языках. Я стала, мы тогда жили в Залаге, я выходила во двор и молилась тихонько на языках. Минут 15, не там прямо по 3 часа, там по 5 часов, нет, ну 20 минут может быть, да, ну может иногда короче, иногда дольше. И я говорила Богу так, Бог, у меня проблема, я молюсь на языках, все. И молилась на языках, все, больше ничего не делала. Примерно год. Вот. Год прошел, и я смотрю сама на себя. Ну, собрание проходит, все. Бог еще в конце сказал, приготовь ужин и попроси прощения, пригласи пасторов, попроси прощения. Я так и сделала, слава Богу. После этого у меня еще экзема прошла, это точно Бог делает. А до этого не проходила, на самом деле, хоть ты молись, не молись. И, ну, сама себя оцениваю. Думаю, хочу рассердиться. А нету. Куда делась-то? Я никак не могу понять. Опять что-то там происходит. Хочу рассердиться. И нету. Я думаю, Господь, ты убрал, что ли? Я была такая радостная, вы не представляете. Я вообще такая радостная была. Я стала всем рассказывать. Вообще всем стала рассказывать. Люди, молитесь на языках, молитесь на языках. Просто молитесь на языках. Ничего не говорите, просто молитесь на языках. И Бог будет вас освобождать. То, что Бог прекрасно знает, мы можем сами про себя думать, что мы такие ангелочки, такие белые, пушистые, да. И сами себя можем обманывать, понимаете, да. А Бог знает, что у нас внутри там есть, понимаете, да? И когда это вылезает, мы такие, о, оказывается, я вообще не фонтан. И тогда единственное, это молиться на языках. И я такая сижу, вот это ушло, как ушло-то, я ничего не поняла, как ушло, почему ушло? И потом рассказала пастору, пастор говорит, ну, ты можешь поделиться на собрании? Я говорю, хорошо, я поделюсь на собрании, стала готовиться, ну, нельзя же спонтанно идти, надо подготовиться. Приготовилась все, я говорю, Господь, ну как ты меня освободил-то? Вроде, ну, в Библии написано, там бесы вышли с криком, там, и он упал там весь, еще в конвульсиях, там еще пена изо рта пошла, ну, что такое драматическое. Этого же, говорю, не было же, ну как-то ушло же. Как произошло-то, я понять не могу. И вы знаете, я когда спросила вопрос, опять молюсь на языках, Бог мне показал такую картину, что вот я сижу у себя там в Залаге дома, либо во дворе, и когда я молюсь на языках, вот картина вообще не фонтан. Изо рта вытаскиваю какую-то веревку. Это было вообще, о, это что такое, это что ли я? А Бог говорит, да, ну да, вот так было. Вот ты молишься на языках, и в это время ты что-то вытаскиваешь из себя. Понимаете, да?
И на каком-то этапе это закончилось. Бац, и закончилось. Я говорю, вот как интересно. И тогда я поняла, оказывается, можно вытащить все, что там внутри нас есть. Все неправильные вещи посредством молитвы на языках. Это чудесно вообще. И понимаете, вот эти кирпичики, которые гнилые, на которых Бог не хочет строить, Он их вытаскивает. Он их вытаскивает, и Он их заменяет чем-то таким чудесным, прекрасным. Аминь, долготерпением и так далее. Вот всеми этими плодами. Другой пример. Я брала, ну я подумала, ну это хорошо, это вообще классно, это работает, все. Я продолжаю молиться на языках. И думаю, надо разобраться с раздражением. Давайте откроем Ефесянам. Так, Ефесянам. 4 глава, 31 стих. Угу. Так написано. «Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Угу. Следующий, ну, примерно такой большая моя такая продолжительная молитва. Я подумала так, буду молиться на языках и буду молиться именно этим стихом. Буду говорить так: всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие да будут со всякой злобой, пусть будут удалены от меня. Вообще не хочу, я не хочу оскорблять Святого Духа Божьего. И просто молишься на языках. И понимаете, потихоньку оно стирается, вымывается как будто. Это очень просто. И с другой стороны, это сверхъестественно, вообще классно. Так здорово. Аминь. Поэтому мы можем убрать изнутри все, что Богу не угодно. И потихоньку, шаг за шагом, как в библейской школе говорят, степ-бай-степ, год за годом, потихоньку ты очищаешься. И твой характер становится как в 13 главе. Это прекрасная Божья работа на самом деле. Потому что Бог нас не призвал всю дорогу горы передвигать, там что-то вот, а мы сами остаемся, как были, так и остались. Вот это совсем не то. И мы в 13 главе, если с 1 стиха прочитаем, да, там написано, что если я говорю языками и любви не имею, то я медь звенящая. То есть медь звенящая, кимвал звучащий. Дар пророчества имею, все тайны знаю, все познанию, все веру и так далее. А если у меня нету любви, тогда я вообще ничто. И даже все имение раздал там какой-то человек, и все, и тело на сожжение отдал, а любви не имеет. Тогда нету никакой пользы. Понимаете, да? Поэтому слава Богу, что Бог дал нам вот этот инструмент. Это простая молитва на иных языках. Аминь. Дальше, вот когда ты продолжаешь молиться на языках, помимо очищения, Бог еще производит внутри тебя, дает, заменяет всякое беспокойство и так далее на мир, на шалом. Угу. И это сверхъестественно. Внутри тебя сидит шалом. Тебя невозможно там... Я помню один раз, тоже опять же в зале домолилась, мне было так хорошо, мне было вообще так хорошо. Прихожу на работу, и вообще мне так хорошо, беспричинно. Ну, нет прямо там какой-то огромной такой причины, там, чтобы там прям такая радость сошла. Но мне внутри так хорошо. И у нас как бы на работе, на той еще старой работе, как бы мы приходили и пили чай первым делом, потом идем на пару. Вот, ставим чай, там конфеты всегда, как-то печенье, все. Я сижу, мне так хорошо, так и как-то вот смешно. Угу. Вдруг приходят мои коллеги, сейчас без имен, как бы, да, первая коллега, и она такая сердитая. Что-то такая сердитая пришла, чай налила так, что вся вот такая. Я сижу, думаю, что такое? Мне смешно внутри. Ну, я молчу, ну как, ну что, разные обстоятельства бывают у людей, там все. И она вдруг начала, ну это явно было как от Бога или что ли, да. Ну, а мне вот никак не трогает. И она начала, достали эти верующие. Я такая, опс. СМС-ки шлют и шлют, ну как бы вот в этот телефон, там картинки, видимо, картинка за картинкой и так далее. И мне так смешно, я сижу. Вот она достала вот что-то, и бухтит. Я сижу, чай пью, мне смешно вообще, ну, внутри. Я, ну, не знаю, что сказать-то, я не знаю, что сказать. Я думаю, ну, как-то надо разговор поддержать. И я ей говорю, она в какую церковь ходит? В православную или каким?
ну, подписка никуда она ходит. Ну, как-то что-то надо разговаривать. И вы знаете, она говорит, я не знаю, она куда ходит. Она мне достала уже вот это, смс-ки все шлет и шлет. И я такая, ну, ладно. Вторая коллега пришла и стала поддерживать в том же духе разговор. У меня, говорит, тоже родственница там. И опять достает, ну, смартфон там. И эти картинки, и что-то из Библии мне шлют, и сердитые такие. Ну, на полном серьезе сердитые. А я внутри сижу, мне так смешно. Я не знаю, как реагировать. И думаю, Господь, ну надо как-то что-то... Чай же пьем, сидим тут, и что, и молчать, что ли? И мне пришло, знаете что? Мне пришло рассказать историю. Моя двоюродная сестра, когда-то она ходила в нашу церковь, почему-то пошла потом в православную, ну просто разок зашла туда. Заходит, и там что-то, какая-то церемония, и там батюшка всем руку дает вот так, ну, целовать. И она говорит, ну как, такая толпа, и все одну руку вот так вот целуют. И она говорит, мне прямо так стало как-то, ну, брезгливо или что, да. И он ко мне подходит, руку так дает. А я, говорит, не хочу целовать. И взяла так, поздоровалась, говорит. Я почему-то рассказала эту историю. И вы знаете, вот в секунду все рассмеялись, все их куда-то вот это вот ушло совсем, как бы, да, и атмосфера вообще поменялась, вообще совсем поменялась. Тут зашел начальник, раздал задание, все, и как бы мы разбежались. Я подумала, Господь, слава Богу, чудесно, ты это вот, ну, просто вот щелкнул пальцем, и вся вот это вот, весь гнев ушел. И это вообще на меня никак не действует. И вообще ни в какой, ни в обиде, никак. Даже никакого ни осадка, ничего не оставили, что они такие на верующих там сердиты и так далее. Потом уже пара закончилась, мы пришли, и вы знаете, Бог что сделал? Сели опять чай пить после пары. Ну, как бы говоришь, и как-то вот горло, пьем чай. И третья коллега, она совсем, как бы, она была при этом разговоре, она говорит, а я верю, что Бог есть. Я почему-то думаю, что, ну, кто-то же должен быть. Я была такая радостная на 7-м небе. Да, он точно есть, но я не стала там прямо там проповедовать там прям всем вот это вот все. Ну, это Бог сделал, понимаете, он меняет вот это вот все. И он, знаете, когда меняет, когда мы внутри настолько в мире, что это вот от нас не трогает. Ну, пусть там сердится, ну, теперь что теперь? На них сердиться, что ли? Нет, там и защищать Бога, защитником Бога стать. Нет, он заменит, аминь, внутри тебя состояние на мир и на шалом сверхъестественный. И это очень здорово, на самом деле. И вот я сейчас из той книги, это не мой пример, из той книги Дэйва Робертсона, там он рассказывает про одну женщину, которая у ней, она вся в проблемах, да, и он ее назвал «сестра щитовидная железа», потому что у нее была опухоль щитовидной железы, из этого у нее состояние ужасное, и работы нету, и родственники отвернулись, и, в общем, все плохо. Она приходит и обращается к пастору, что мне делать? А он единственное, что говорит, сестра, идите, молитесь на языках. Все. Она уходит. Возвращается опять. Ничего не происходит. Что мне делать? А он говорит, продолжайте молиться на языках. И так несколько раз он ее отправлял, просто молитесь на языках. Через некоторое время она приходит, и она немножко другая, ну, есть уже изменения. Она говорит, пастор, вы знаете, я просто стала чувствовать, что Бог меня так любит. Я чувствую его, ну, просто чувствую, что он меня так любит. Ой, сестра, это здорово, продолжайте молиться на языках. Через некоторое время опять приходит. Ой, пастор, мне так хорошо, ой, мне так радостно, мне вообще так хорошо. Я к сестре сходила, это сделала, вот это сделала. Пастор говорит, продолжайте молиться на языках. Она опять уходит. Опять через некоторое время приходит. И она такая радостная, я вот это сделала, вот это вот сделала, ну, в общем, там что-то сделала она, ну, хорошо она, этот самый. И пастор спрашивает, сестра, а где ваша щитовидная железа? А она говорит, ой, она потрогала, а ее нету. Вы понимаете, как классно. Аминь. Слава Богу. Вслед за миром и шаломом приходит исцеление, физическое исцеление, эмоциональное исцеление, понимаете, да? И вы знаете, нам нужно вот еще понять такой ключик, что когда мы начинаем молиться на языках, и вообще, когда мы начинаем молиться, да, люди, когда начинают молиться на языках, основная ошибка, они начинают искать внешние изменения очень быстро. Ну, чтобы там работа на работе, там повышение, чтобы зарплата в 3 раза там и так далее, чтобы там
ну что-то вот внешнее, чтобы там в лотерею мне, ну там что-то вот внешнее что-то начинает искать очень сильно и очень сильно об этом молиться. И автор, он пишет, что не ищите вначале внешнее что-то, ищите внутренние изменения. И тогда все остальное приложится. Оно приложится. Не бывает так, что человек в полном таком унынии, в таком раздраве, весь в такой печали, в духе печали, и такой, и у него такие прекрасные обстоятельства. Вряд ли. Скорее всего, будет внешние обстоятельства, они будут ровно в точности, как внутреннее состояние. Поэтому внутреннее состояние, оно стоит первое. Понимаете, да? И когда мы молимся на языках, оно начинает у нас изменяться. И это очень здорово на самом деле. И еще вот очень хочется сказать, что Бог, Он не торопится. Не старайтесь, что вот за месяц, и даже за 2 месяца, и не за 3, может быть, даже больше. Потребуется, просто продолжайте молиться на языках. Потому что Бог, Он никогда не опаздывает и никогда не торопится. Он не такой, что вот это мы такие, быстро надо, вот я помолился, так, где же ответ? Ну, что-то ответа нету. И мы такие перестаем, не работает, не буду молиться. Это мы такие, но Бог, Он не такой. Аминь. Мы такие, шлеп, тяп-ляп-ляп, бац-бац, и мимо, как в кино. Но Бог же, Он не такой. Аминь. Он продолжает работать тихо, спокойно, медленно, но верно. Аминь. Я вот эту молитву очень сравниваю с течением реки. У нас такая река классная, вы когда будете там на переправе или вообще спокойно, течет спокойно. Но в то же время это очень сильно. Так вниз смотришь, думаешь, там вообще такое течение, вода черная, ух. И молитва, она то же самое. С одной стороны, это очень спокойно. Ничего такого вот нет. Ты не передвигаешь, что рабаща. Нет, в этом вот не надо так молиться. Спокойно молись на языках. Говори на языках, и все. И одновременно это будет очень сильно и сверхъестественно. Сверхъестественно. Слава Господу. Аминь. Так, дальше продолжаем. Следующее, вот вы знаете, мне хочется вот взять Псалом 107, 10 стих. Псалом 107, 10 стих. Написано так. Моав, умывальная чаша моя. Дальше не читаем, хорошо? Просто вот про Моав. Моав, умывальная чаша моя. Здесь говорится про моавитян. Моавитяне, да? Это был народ, который все время был рядом с Израилем, и они всегда досаждали. Понимаете, да? Постоянно они досаждали. И вот эти моавитяне, они всегда вот где-то рядышком были. Это символ, вы знаете, либо обстоятельств, либо людей, либо группы людей, либо людей, которые водимы каким-то духом, да, вот этим, моавским или моавитским, я не знаю, как его называть. Но их цель досаждать, понимаете, да? Досаждать. Вот тыркает и тыркает. Куда ты не пошел, он тыркает и тыркает. Угу. Это могут быть обстоятельства, я не знаю, да. И вы знаете, Библия говорит, Моав – это умывальная чаша. То есть, как только мы начинаем думать, что ой, я достиг совершенства, возможно, Бог приведет тебя либо тебя в обстоятельства, либо обстоятельства придут к тебе, либо к тебе какие-то люди придут, либо что-то, да, которые вот достают. Вы знаете, вот у Высоцкого песня такая классная есть, я, к сожалению, не нашла ее, да, но он такие вещи классные подмечал. Там, как жена с мужем, любовь, все, потом уже совместная жизнь, и жена такая вот достала, вот он зубную пасту не ставит, вот и не закрывает тюбик, вот в песне главное еще, понимаете, да, и ушла к соседу. Вообще смешная песня, очень смешная песня, но она такая классная, он умеет так обыграть все.
Понимаете, вот такие маленькие какие-то такие мелочи, вот как будто такие мухи какие-то, да, вот они вот так вот достают, и вот, ну, я не знаю, может быть, это твой начальник, я не знаю. Может быть, дети, а может быть, какая-то привычка ближнего твоего, может быть. Понимаете, да? И мы тогда должны что сказать? О, спасибо, Господь, это моя умывальная чаша. Спасибо, что ты привел меня к умывальнику. К умывальнику. Да? И тогда вот мы, когда начинаем на это реагировать, мы можем получить двойку, тройку, четверку, пятерку. Если мы получим двойку, Бог нас, ну, даст отдохнуть через и опять туда же приведет. Опять туда же, и опять тоже обстоятельства, или что-то вот человек и так далее, да. И мы опять придем на этот экзамен, на пересдачу мы придем. Угу. До тех пор, пока мы его не сдадим. До тех пор, пока ты не придешь к этой умывальной чаше, и ты будешь в такой радости, тебя это не будет выводить из себя. Ты не будешь такой взорвался на всех, накричал, наорал, все по углам разбежались. Аминь. И тогда мы должны сказать: спасибо, Господь, ты устроил для меня экзамен. Но если ты не сдал, ничего страшного, не впадай, пожалуйста, в самоуничтожение, самоосуждение, там, самообвинение, все, я плохой, ой, я какой плохой, вот, все, у меня конец. Не впадай, пожалуйста, ради Бога. Я один раз помню, мы приехали со Швеции, с конференции, и так радостно вообще, ой, вообще, ну просто вот, ну ты знаешь, что такое быть на горе, да, и такой приезжаешь, и бац, я сорвалась, раздражилась, причем так капитально на Артемку. И потом мне стало плохо, я легла и заплакала, и лежу, плачу. Ну, как бы я огорчилась, что ну почему я такая, ну почему я вот такая, ну вот это, как это, вот это. Понимаете, да? И знаете, что Дух Божий сказал? Он сказал: что лежишь? Что тут сырость развела? Вставай, ты знаешь, что делать. И как-то так очень спокойно. И было такое слово: без драматизма. Не надо тут драмтеатр разводить. Понимаете, да? И мне стало так, не, ну правда, что-то я прям так, что это, конец света наступил, что ли, как бы, да? Ну, правда, точно, я же знаю инструмент. Я встала, я думаю: Господь, прости меня. И просто стала опять продолжать молиться низко. И вы знаете, этого все меньше и меньше становится. И это классно вообще. Это вот чудесно. Слава Господу. Апостол Павел, он во 2 Коринфянам в 12 главе, в 12 главе, это чуть раньше 14 главы, да? Вот. Ой, 2 Коринфянам же. 2 Коринфянам, 12 глава, 7-9. Он там пишет, что... сейчас я открою. Пожалуйста. Так, 12 глава. 12 глава. И с 7 по 9 стих написано так. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды я молил Господа, чтобы он удалил его от меня». Вы знаете, оказалось, это неправильная молитва. И вот если мы начинаем, вот что это за обстоятельства, они меня уже достали, это ж сколько можно, сколько это, вот это возможно терпеть, убери это, Господи, от меня, ничего Бог не уберет. Он скажет так: довольно для тебя благодати моей. Довольно для тебя благодати моей. Что это означает? Ну, просто молись на языках, продолжай. И внутри у тебя будет такой шалом, что вот эти обстоятельства, они не будут на тебя влиять. Более того, ты будешь, вот это как бросили камешек, и от него такие круги пошли. Угу. Вот ты приходишь, ты сдал на 5, когда, и эти обстоятельства, они рассеиваются, не остается от них, понимаете, да? Слава Богу, и это очень здорово. Поэтому, если ты находишься у умывальной чаши, и Моав досаждает, это очень даже хорошо. Аминь. Так, теперь мы возьмем
препятствия, которые вот не сильно много, но какие возникают, когда люди начинают молиться на языках, и что вот, первые их ощущения и так далее. И у меня это было, да, все проходят. Первое, что люди говорят, они говорят так: я ничего не чувствую, поэтому я не буду молиться на языках. А где в Библии написано, что ты будешь гром и молнии ощущать там, или супер такое вот помазание? Вы знаете, что я хочу сказать? Всегда в библейской школе первое, что люди учат, да, слава Богу, мы ходим верой, а не чувствами. Я тоже иногда ничего не чувствую. Молюсь на языках и ничего не чувствую. Это не должно нас остановить. И вы знаете, вот я когда спрашивала Господь, как вот люди все-таки, вот, может быть, они должны почувствовать или что. Но иногда ты чувствуешь, там есть помазание, есть Божье присутствие, слава Богу, да. Но вы знаете, вот Неиман, когда он пришел к пророку, ему обязательно надо было так, чтобы пророк вышел, чтобы пророк руки возложил там, и чтобы он упал там, и такое там помазание было, чтобы это так драматично все было. А пророк ему сказал: иди в реку окунись, и все пройдет у тебя. Понимаете, да? У нас тоже, вот внутри нас тоже сидит Неиман, и он тоже хочет, чтобы все вот так было, чтобы все вот так вот было, чтобы вот так вот было, и чтобы вообще не будет так. Бог скажет: иди в реку окунись, и все. Трижды. Понимаете, да? И вот молитва на языках, она похожа на реку. Когда вот самарянку встретил Иисус, он сказал, что из чрева потекут реки воды живой. Из чрева потекут реки воды живой. Что-то очень спокойное и очень простое. Понимаете, да? Поэтому нам не надо, как Неиман, искать каких-то супер ощущений, либо что-то, да? Просто молись на языках верой. Я когда молюсь, я говорю: Господь, в данный момент я ничего не чувствую, но я верю очень сильно, что ты что-то во мне делаешь, что ты изменяешь во мне. Я очень сильно в это верю, поэтому я буду продолжать молиться на языках. Аминь. Не будем как Неиман. Второе, что люди говорят, и я так тоже проходила, тоже, да, но я не верю, что это от Бога. Люди воспринимают молитву как тяжкий труд. Тяжкий. Рабаштакалараба. И так это тяжко прямо воспринимает. Бурлаки такие на Волге. Ой, бурлаки на Волге. Груз какой-то тащит. Но на самом деле же это не так. Что трудного говорить на языках? Это очень легко. Реки воды, они текут, и они не думают, как там те. Тебе не надо там прямо там усилия какие-то такие сверхъестественные прилагать. Аминь. Река просто течет на самом деле. Птицы, когда летают, они не думают там, как лететь, вот так лететь или вот так лететь. Просто летят и все. И мы тоже просто говорим и все. И рыбы тоже, когда плавают, рыба не заморачивается. Ой, как я плыву? Вот так плыву или вот так плыву? Просто плывет и все. Мы тоже просто молимся на языках. И Бог в это время что-то делает. Аминь. Следующее, что вот есть какое-то вот препятствие, может быть, или как смущение. Люди хотят быстрых результатов. Быстро очень. Вот я помолился 5 минут, и 10 чудес должно произойти. Не будет так тоже. Быстрых результатов вообще не будет. И наше внутреннее изменение, оно требует времени на самом деле. Но слава Богу, у нас же полно времени. Сейчас как бы дистанционно люди работают. Даже если бы и не дистанционно люди работали, либо как, да, все равно у нас есть время. Аминь. Еще кто-то может сказать так: я вот этого не понимаю головой, разумом. И поэтому вот я не буду молиться, потому что я этого не понимаю. И люди включают свою логику, чисто вот человеческую логику, да, и хотят молитву на языках, действие молитвы на языках объяснить как-то по-человечески. Но Бог же, Он сверхъестественный. Он больше, чем наша логика, больше, чем наш разум, вообще больше, чем наш опыт, наши знания. Да? Поэтому есть, конечно, стих, там написано, что наш ум остается без плода. То есть ты молишься на языках,
И как бы мысли как будто витают где-то там, да, и это людей смущает очень сильно. Ну, не смущайся. Написано, ум остается без плода. И мы не можем контролировать весь процесс. Вы знаете, мы, люди, очень такие можем быть контролирующими. Я должен все понять. Так вот, 1, 2, плюс 3, а Бог говорит, будет 1000. И мы такие, нет, 1 плюс 2, а Бог говорит, будет 1000. И мы такие, нет, я только, нет. И мы начинаем, вот не надо включать, пожалуйста, свой ум там, где есть у нас сверхъестественные вещи. Понимаете, да? И очень многие вещи, они логически необъяснимы. Как мы можем объяснить пост? Как пост? Как пост работает? Ну вот человек не кушает, и что-то происходит. Тоже не объяснишь никак. Поэтому нам не нужно, ой, это тарабарщина. Что за тарабарщина? Не включай, пожалуйста. Аминь. Просто доверься, скажи, Господь, я как ребенок доверяю Тебе. Ты сказал, молитесь на языках. Желаю, чтобы вы все говорили на языках. Апостол Павел сказал, я доверяю Тебе, я буду молиться на языках. Я верю, что Ты что-то будешь производить во мне чудесное, хорошее. И мой характер, я признаю, Господи, мой дурной характер будет изменяться. Аминь. Аллилуйя. Еще что следующее смущение, да, людям не хватает усидчивости. И вы знаете, вот эта усидчивость или неусидчивость, это вот тоже может произойти такая замена. Мы вот, как Марфа, нам нужно обязательно быстро что-то делать. Так, нам нужно что-то делать, и иногда молитва превращается в уборку генеральную. Ну, ничего страшного, у меня тоже так было. Ничего страшного. Один раз так, правда, дома тоже стало чище, тоже, слава Богу, что... Но пусть не будет это все время так. Давайте мы все время Марфу-то не будем включать. Хорошо? Она все время что-то делала, она куда-то бежала, она в таком беспокойстве, вот обязательно что-то, ну, вот что-то. Вот все через это проходят, ничего страшного. И ты через это пройдешь, и я через это тоже пройду. Аминь. Продолжай молиться. Продолжай молиться спокойно, не торопясь, с верой, как ребенок, в доверии. Просто продолжай молиться. И Бог, Он приведет тебя к чудесным вообще результатам. Я не скажу, что там я там чего-то достигла, чего-то там прямо очень... но все-таки есть результаты, когда мы молимся на языках. Аминь. И первое, что ты начнешь получать, это вот сверхъестественно, ну не первое, может быть, да, это все одновременно, может, идет, да, это мудрость. И даже в мелочах Бог тебе скажет, выходи не в 11, а в 12. Вот раньше выйдешь, будет что-то там не сложится. И вот даже какие-то маленькие, понимаете, да, будут тебе приходить. Такое водительство Божье будет приходить. Когда ты будешь читать, слово будет открываться глубже. Ты не будешь так читать, ой, мне так скучно читать, вообще вот и заснуть такое. Это уйдет. Ну, уйдет, я не знаю, как уходит. Ну, как-то уходит. Тоже не осуждай себя, если вот начинаешь читать и засыпаешь. Ничего страшного, все проходят. Аминь. Потом ты начнешь различать. Различать в каком смысле? Свое состояние. Предположим, день начинается, и, ну, вроде как нормально начинается, а потом такое уныние приходит. Ой, вообще плохо, мне будет плохо. И ты сразу же начнешь, ты различишь, что это что-то не то. И внутри тебя уже будет сила сказать, ну-ка ты, дух нечистый, уныние, я вообще тебе не принадлежу. Я вообще сейчас не собираюсь тут разводилов. Извините меня. Не собираюсь тут лежать в депрессии, в таком унынии. Вы знаете, ну люди прямо днями, неделями могут находиться, ну так жалко же людей-то. Понимаете, да? И внутри тебя крепость, и Бог просто тебя, ты подскочишь и начнешь молиться на языках, и просто это как пыль растает. Слава Господу. Ты будешь различать, в чем ты находишься. Быстро очень. Аминь. Дальше будет очищение и освобождение. Всякое беспокойство начнет уходить вообще. И это очень здорово на самом деле. Да? Исцеление начнет приходить, физическое. Физическое исцеление. Мир начнет приходить, шалом начнет приходить, покой, радость. Радость.
И это не связано с чем-то вот внешним, да? Плоды духа начнут появляться. Следующее, вот влияние этого мира будет очень и очень, ну, оно вообще сотрется. Понимаете, да? Я вот честно про себя расскажу, но вы меня не осуждайте, пожалуйста. Я когда к Богу пришла, ну, до того, как я пришла к Богу, я такая тряпочница была. Вообще. Ну, мне нравилось походить, я ну, не то, чтобы шопоголик, да? Вот я зайду в магазин, и глаза разбегаются во все стороны. Ну, как бы, и это хочется купить, и вот это вот, да, и как бы вот, ну, сидит вот, ну, вот такая вот, да. И мы, когда ездили в поездки, у меня глаза разбегались. Через некоторое время, ну, проходит какое-то время, приезжает, ничего меня не трогает вообще. Ну, вы знаете, там какие вот эти огромные магазины, там вообще зайдешь и не выйдешь, там можно до вечность там провести. Вы знаете, я заметила, умерло что-то, что-то умерло во мне. Я так хожу, думаю, ой, мне это вообще неинтересно. Ну, понимаете, да, не трогает никак вообще. Умерло, я думаю, Господь, спасибо, что ты такой чудесный, что ты у меня вот такую очищаешь, слава Богу. И неправильные вещи, они умирают и не имеют силы внутри тебя. Вот это как происходит, вот это очень интересно, и это очень здорово. И они влияния на нас уже не имеют. Как это происходит? Когда ты продолжаешь молиться на языках. Просто продолжаешь молиться на языках. Аминь. Дальше приходит сила для свидетельства. То есть ты такой радостный, что тебе вот, ну, нету страха там, как я подойду, как я скажу этому человеку, что я скажу и так далее, да? Вы знаете, это вот состояние, самое лучшее состояние для свидетельства и евангелизации, это пьяный в духе. Ну, честно, потому что в Деяниях, если мы прочитаем, да, там они сказали, они вышли после Дня Пятидесятницы, и там была евангелизация, и все на них смотрели, и они не могли понять, в каком состоянии эти люди находятся-то. Да? И они сказали, ой, эти люди напились вина и вышли здесь. Значит, они как-то вот так выглядели-то. То есть внутри них была настолько радость. Понимаете, да? И это очень хорошее состояние на самом деле. И тогда кто-то спросит, ой, что только духовное, что ли, вот, ну, иные языки, только для духовного, что ли? Но вы знаете, самое еще классное, что еще в Боге есть, когда внутри тебя все устраивается, внешние обстоятельства просто расцветут. И не надо будет там молиться, там, так тяжко, упорно. Понимаете, да? Внутри, когда ты расцвел, твои обстоятельства и финансы твои тоже расцветут. Как это происходит, тоже не знаю, на самом деле. Вообще чудесно. И поэтому нам не надо искать вот первоначально, чтобы там внешне что-то Бог изменил. Давайте начнем там, где А, и там, где Б, В, и туда дальше. Первое поставим на первом месте. Ищите Царство Божье. Правды, радости, мир. Да? И тогда все приложится. Слава Богу. Так. Следующее. Давайте мы возьмем 1 Коринфянам 14 главу. 1 Коринфянам 14 главу возьмем. Угу. И апостол Павел, он говорит сам про себя. «Благодарю Бога моего, я больше всех вас говорю языками». Он настолько был благодарен Богу, что он говорит на языках. И он воздал за это хвалу Богу. Еще раз прочитаем. «Благодарю Бога моего, я больше всех вас говорю языками». Это наталкивает на мысль, что либо коринфяне вообще не молились на языках, либо апостол Павел очень много молился на языках. Но, скорее всего, и то, и другое. Да? Поэтому с кого мы возьмем пример? С церкви Коринфа или с апостола Павла? Апостол Павел говорил, я больше всех вас говорю языками. Он просто говорил языками. И, наверное, можно представить, что вот он ехал из одного города в другой город. Тогда транспорта не было, это было очень медленно, может, пешком шел, может, там
на лошадях, либо осликах. Что он делал, как вы думаете, скорее всего? Скорее всего, он молился на языках. Да? И это очень здорово на самом деле. Это чудесный инструмент. Это инструмент, который немножко мы, вы знаете, на полку можем положить. Но Бог, Он не хочет, чтобы так было на самом деле. Он хочет произвести внутри нас классные такие изменения. И чтобы и внешне тоже изменилось тогда параллельно, соответственно. Да? И тогда нам нужно что? Начать, может быть, кто-то в данный момент не молится на языках. Нет осуждения никакого. Начни с 5 минут. Скажи: Господь, я просто решаю, буду молиться на языках. Начну с 5-10 минут. Начни 5-10 минут, удели и молись на языках. Но делай это постоянно. Аминь. Пусть у тебя из чрева потекут реки воды живой. В 5 стихе еще раз прочитаю. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Апостол Павел говорит: желаю, чтобы вы все говорили языками. Аминь. И тогда все вот эти вещи, они начнут к нам приходить. И это будет чудесный, божественный путь к любви. Мы достигнем любви. Может быть, не прямо так быстро, не месяц, может быть, годы уйдут, но все равно мы достигнем любви. Аминь. И эта молитва, она способна изменить нас изнутри. Изнутри. Мы не будем как фарисеи, которые людей учили, а сами они в чем, как гроб окрашенный, что-то как-то не хочется. Правда же? Хочется изнутри как-то измениться. Аминь. И последний стих, который мы с вами возьмем, это глава 13 стих. 1 Коринфянам 13 глава и 13 стих. И написано так. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». А теперь пребывает сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И напоследок еще один стих. Вы его просто запомните. И Дух Божий, Он будет напоминать. Всего лишь один стих. Достигайте любви. Аминь. Достигайте любви. И говорите на языках. Не закрывайте эту реку. Простую реку, которая сверхъестественная. Она очень сверхъестественная. И в то же время она очень простая. Нет ничего сложного. Говорить на языках. И когда вы будете говорить на языках, Бог произведет плод. На это уйдет время. Ничего страшного. Слава Богу, у нас вся жизнь впереди. Так что эти плоды, они созреют. Они потихоньку будут зреть. И тогда совершенная Божья природа, она начнет через нас, внутри нас проистекать. И это будет так классно. Ты будешь сам так рад. Неужели это я вытерпел и даже не крикнул? Ты будешь такой радостный. В следующий раз: неужели это я? Я вообще не раздражился, ты меня вообще не трогай. И ты такой радостный от этого. И люди твои ближние тоже будут замечать. Аминь. И ты куда ни придешь, туда Царство Божие придет. Потому что внутри тебя будет шалом, мир и радость. Аминь. Поэтому, братья, дорогие сестры, благословляю, чтобы вы взяли 13 главу, 14 главу в свою жизнь. Можете взять еще раз книгу «Сила, рожденная духом» Дэйва Робертсона. Я планирую ее еще раз прочитать. Чтобы еще раз обновить. Благословляю вас. Аминь. Спасибо огромное, Александра Савична, за слово чудесное, прекрасное слово, с хорошими примерами очень. Я просто хотел бы немного добавить к этому, что молитвы на языках. Мы когда на миссию ездили, Шура постоянно говорила об этом, надо на языках молиться, на языках. И она приводила эти примеры. И знаете, что еще очень главное, что нам нужно молиться на языках, потому что мы иногда даже не знаем, о чем или как молиться. Мы не знаем, о чем и как. Но когда мы начинаем говорить, изливать свое сердце, говорить на незнакомом этом языке, то Бог, Он знает,
о чем мы Дух Святой ходатайствует через нас и совершает всю эту работу. И тогда этот плод, он действительно очень спелый, вкусный, чудесный. Еще раз огромное спасибо Александре Савичне. И сейчас мы перейдем к нашему главному служению. Это служение. Сегодня праздник. Мы должны радоваться. Сегодня праздник Десятин. Аллилуйя. Просто хлопаем, радуемся, веселимся, принесли свои десятины, и мы не будем со слезами там отдавать или там с горечью какой-то, но мы будем давать это с любовью. Аминь. И давайте мы тогда откроем место Писания, Второзаконие 14 главу, и там прочитаем 22 и 23 стих. Там написано так. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих». От всего. Здесь написано «от всего», дорогие мои. Не от чего-то отделять вот это вот как бы ненужное мне или как-то вот, а от всего. То все, что приходит. Которое приходит с поля твоего каждогодно. Да? Что приходит на карточку твою, там, МИР или там ВТБ, Сбербанк. Все. И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, как-то там, вот, страх перед каком-то, что-то напроказничал, и у тебя страх какой-то есть. Нет, бояться это действительно почитать Бога, любить Бога, чтобы у нас было понимание в нашем сердце, в нашем разуме, что этим я угождаю Богу, я сам себя дисциплинирую. И если мы хотим получить какие-то благословения от Господа, то мы должны не пренебрегать этими принципами, жить так, поступать так. И давайте мы еще прочитаем притчи, 3 главу и 9-10 стих. Здесь написано: «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих». От всех прибытков. Знаете, вот 12 лет мы живем с Татьяной, и у нас в этом порядок. У нас, если какой-то приход пришел, мы сразу отрезаем десятину, сразу, прежде всего, Господу. Пришли там детские, зарплата, там благословения, мы сразу отрезаем прежде всего своему Господину, Богу нашему. И мы это делаем с радостью, мы делаем это с почтением. И знаете, и это с годами, оно как-то, сердце твое, оно больше располагается Богу. И ты понимаешь, ты не делаешь это машинально, как-то автоматически. Ты прикладываешь все к нему, все свое сердце, прикладываешь к этому с любовью. Ты даже эти купюры рваные, там какие-то помятые, ты просто прилагаешь все усилия. И это приходит с годами, это не обязательно, Бог знает, Богу нужно сердце, не купюра помятая там. Вы поймите, это наше сердце, оно возрастает, и у тебя есть понимание. И может кто-то и как та женщина, бедная вдова, 2 лепты бросила, но она больше всех. Богу нужно, самое главное, наше сердце. Богу нужно наше сердце, потому что Писание говорит: храните больше всего хранимое сердце свое. Как его хранить? Мы его только можем сохранить в этой комнате, единственной комнате, сохранить через Слово Божье, через это Писание мы можем сохранить. И тогда в действительности десятина это поклонение Ему. Ты поклоняешься Ему всем сердцем, ты почитаешь Его, говоришь: Господи, я почитаю, я хочу дать самое лучшее, самое первое, как мы здесь читали, да? И тогда здесь написано в 10 стихе, вот 4 вот эти вещи, что произойдут, если мы будем в послушании Слова Божьего это делать. Здесь написано в 10 стихе: «И наполнятся житницы твои». Наполнятся, просто холодильник будет наполнен.
кладовые твои будут наполнены, карточки твои будут наполнены, кошелек твой будет наполнен. Вот здесь написано, да, до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Аллилуйя. Не это ли, это просто, это, знаете, это просто высший пилотаж, это класс, когда мы действительно почитаем Господа, мы любим Его. И я хотел бы, да, чтобы мы сейчас помолились, те десятины, которые вы принесли, мы их благословили молитвой, чтобы мы в действительности могли в своем разуме, в своем сердце понимать через Слово Божье, через Его истину. Не то, что надо, как-то законнически, а чтобы Дух Святой в этой комнате, Он говорил нам. Если мы, когда читаем Его Слово, Он наполняет нас. И давайте мы просто благословим то, что вы принесли, то, что вы сейчас переведете, потом будет здесь номер карты Сбербанка, куда вы перечислите свои десятины. И если вы это делаете в поклонении, то вы это даете Богу, не людям. Если вы поклоняетесь Ему, говорите: Господи, я поклоняюсь, я отдаю Тебе. Давайте мы помолимся молитвой. Господь, благодарим за каждого, Господь. Сегодня кто принес эти десятины в дом, или кто принесет завтра, послезавтра, Господь, во имя Иисуса. Спасибо, Господи, Тебе огромное, что Ты охраняешь наше сердце, оберегаешь нас через Свое Слово. Тем больше мы читаем, тем больше мы напитываемся, Ты охраняешь, Ты говоришь нам о десятине, Господь. Господь, через Твое Слово мы имеем близкие отношения с Тобой, Господи, во имя Иисуса. Твое Слово, оно сияет нашим сердцем, в нашем разуме, Господь. Пусть Твой свет отражается в моем сердце, в этой комнате, Господь, чтобы, Господь, оно сияло, Господь, чтобы оно приносило плод, Господь, во имя Иисуса. Убери всякое негодное, Господь. Господь, мы просим Тебя, Господи, благослови все эти десятины, все эти приношения, Господь, что люди несут Тебе, Господь, принесут Тебе сегодня, дадут, поклонятся Тебе, дадут Тебе, Господь, во имя Иисуса, от всего сердца, от своей сокровищницы, Господь, Твою сокровищницу, чтобы Ты, Твоя сокровищница на небесах открылась, и Ты излил еще больше и больше благословений на всех. Аллилуйя! Аллилуйя! Огромное спасибо. Тогда сейчас у нас там будет номер карты, и вы можете перечислять свои. Аллилуйя! Пусть Господь благословит вас. Давайте, друзья, еще поклонимся нашему Господу, споем ему новую песню, которую мы сегодня брали. Вселенная скорбит, и солнце свет поет, любимый Божий Сын повержен, на крест и ваш кровь стекает кровь за нас, проклятие весь понес Царь славы. На небо посмотрел, отдал последний вдох, зашел с молитвы Сын Божий, сразился силами и смерти радой, возрадана всегда разбита. И страшилась земля,
отвалит камень прочь, ведь не преодолеть твою любовь. Что может сделать смерть, ведь царь царей воскрес, и смерть побеждена. Навеки ты прославлен, царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, ты живой, ты живой. Земля отвалит камень прочь, ведь не преодолеть твою любовь. Что может сделать смерть, ведь царь царей воскрес, и смерть побеждена. Навеки ты прославлен, царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, ты живой, ты живой, навеки ты прославлен, царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, ты живой, ты живой. Господь мой, ты живой, Господь мой, ты живой, Господь мой, ты живой. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя, пою я аллилуйя. Агнец победил. Навеки ты прославлен, царь, навеки ты превознесен, навеки ты воскресший, ты живой,
победил, навеки Господь. О, прибудет Твое царство навеки, будь прославлен Царь, будь превознесен. Аллилуйя. О, аллилуйя. Слава Господу! Спасибо всем, кто был сегодня. Спасибо за ваше присутствие. То, что вы вместе с нами, мы как одна семья. До новых встреч, друзья! Счастливо оставаться вам с Господом!